Всем привет, друзья, меня зовут Саша. Сегодня я буду продолжать знакомиться с Кыргызстаном. Кстати, друзья, месяц назад выходило уже подобное видео, там было 10 фактов о Кыргызстане, ссылка на него будет в описании и в подсказке. Там было 10 очень интересных фактов, поэтому после этого видео обязательно посмотрите, если вы не видели. Поэтому вот так. А сегодня посмотрим 10 интересных фактов про Кыргызстан или Киргизию. Вот так. Я думаю, будет очень интересно, я узнаю для себя что-то новенькое, хотя, может быть, и вы узнаете что-то новенькое для себя. Ну или, по крайней мере, будет интересно увидеть, как я буду узнавать что-то новое о Кыргызстане. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Лайки и подписки бесплатные, мне будет очень приятно. Спасибо. Ну а перед этим я передаю привет Жилды, спасибо, то, что ты написала вот этот комментарий. Вот он здесь вот. И огромное тебе спасибо, привет тебе, Жилдыс. Ладно, мы начинаем. В этом ролике я расскажу вам про маленькую, но очень красивую страну в Центральной Азии. Давай, Это расскажи. 10 интересных фактов про Кыргызстан. В Кыргызстане есть горная вершина, которая названа в честь президента России. Пик Владимира Путина. Он расположен Это на типа, ну как благодарность ему или как? Или просто так севере страны случайность? и назван так в 2011 году. А В почему? Кыргызстане есть свой аналог Олимпиады. Там каждый Кокбору. год проходит всемирные Ссылка на это видео в описании. Там я тоже про Кокбору. Моя первая реакция на Кокбору, я там был в шоке. В игры описании подсказки ссылка. кочевников. Это массовое спортивное мероприятие, на котором участники из разных стран соревнуются друг с другом в этнических видах спорта, которые присущи кочевым народам. Туда входят разные необычные виды борьбы, стрельба из лука, скачки, настольная логическая игра Тогус-Каргол, а также Кокбору. Да, я только про Кокбору знаю. Козлодрание. Игра, в которой всадники на лошадях борются за тушу мертвого козла. Ну и много разных других необычных игр. Традиция проводить всемирные игры кочевников появилась совсем Надо будет недавно. посмотреть эти Первые игры. игры прошли в 2014 году и призваны сохранять и возрождать культуру кочевых народов мира. В Кыргызстане есть озеро под названием Мерцбахера, которое Ух ты. известно как исчезающее озеро. Дело в том, что Оно два типа меньше становится или как? раза в год, летом и зимой, оно почти полностью теряет всю свою воду. Ух На ты. юге озера А откуда вода опять находится появляется? ледник, который является своеобразной плотиной, которая не дает воде из озера вытечь по каналам. Так вот, 2 раза в год этот ледник тает, и вся вода из озера сливается понятно. вниз по каналу, иногда даже снося мосты и другие инженерные сооружения. После этого в озере в течение полугода снова начинает накапливаться вода, и озеро постепенно заполняется. Прикольно. В Кыргызстане есть очень интересный культурный центр, который называется Рух-Ардо. Также его еще называют Музеем 5 религий. Он представляет из себя комплекс, Это на территории в Бишкеке которого или находится где? 5 часовен, Не каждая знаю. из которых представляет одну из религий, а именно ислам, католицизм, православие, буддизм и иудаизм. Этот комплекс построил местный богатый человек, как символ того, что Бог един для всех, и неважно, кто какую религию Интересно, автор нам скажет, где находится это самое место? исповедует. Просто я не знаю, мне кажется, то, что где-то в Бишкеке, Также на нет? территории комплекса находится большое количество статуй ученых, политических деятелей, писателей и поэтов. Кыргызстан граничит с 4 государствами, названия 3 из которых заканчиваются на суффикс «стан». Казахстан, Кыргызстан, Татарстан, может быть, Узбекистан. А Да? именно Нет? Таджикистан, Казахстан и Узбекистан. Да. Слово «стан» на персидском языке означает «стоять». Пожалуй, самым известным кыргызом за пределами самого Кыргызстана является советский писатель Чингиз Айтматов. Самая известная его Мне, кстати, рассказывали про этого писателя. Мне в Инстаграме кто-то писал, типа, спрашивали, читал ли я его произведение, так я отвечу. Нет, я не читал. У нас, получается, в школе про него вообще ничего нету. То есть у нас по зарубежной, допустим, литературе мы читаем непонятно что, непонятно кого, людей, которые вообще никому не известны, но не известных людей, там только Пушкина максимум. произведение Мне лично не нравится. это роман Вот этого писателя я бы почитал. «И дольше века длится день», который он написал в 1980 году. Этот роман основан на одной очень интересной легенде. Легенде о манкуртах. Айтматов писал, что тюркские племена владели способом превращения людей в рабов, Ух которые ты. назывались манкуртами. Способ был такой. Человека брали в плен и брили ему голову, после чего одевали на Не нужно мне брить голову, пожалуйста, потому что 90% комментариев под моими фотографиями это «постригись». Я не буду. него кусок вымени Конечно, я постригусь немножко, вот так вот укорочу, но... только что убитого на лысо не верблюда. буду. Потом человека связывали по рукам, одевали на нее кусок вымени только что убитого верблюда. Потом Господи. человека связывали по рукам и ногам, а голову фиксировали в специальной деревянной колодке и оставляли так в пустыне на несколько дней. В конце концов, на палящем солнце верблюжья шкура съеживалась и сдавливала голову, причиняя Капец. человеку ужасные страдания. В результате человек либо погибал от жажды и боли, либо полностью терял память.
память о своей прежней жизни и о том, кто он такой. А Такой почему? человек становился А почему он терял память? Потому что, типа, голову сжимало или как? идеальным рабом, который никогда не убегал от своего хозяина и не бунтовал. Рабы манкурты ценились гораздо выше, чем Ну, это обычные очень рабы. жестоко, очень Такая жестоко. вот жесть. В Да. Кыргызстане есть красивое высокогорное озеро, которое называется Иссык-Куль. Это Я озеро знаю. является вторым Вот про это я по знаю. величине после Каспия соленым озером в мире. Иссык-Куль — это одна из главных достопримечательностей Кыргызстана. Вокруг озера Классно. расположено большое количество пляжей и санаториев, куда едут туристы и местные жители. Во времена Советского Союза Иссык-Куль был одним из самых популярных туристических направлений в стране, наравне с Крымом. Кстати, на берегу Иссык-Куля находится вилла, которая когда-то принадлежала покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро. Президент Кыргызстана дорогая Алмазбек вилла. Атамбаев является очень творческим человеком. Подождите, а когда это видео было выпущено в 2017 году, я не знаю, поменялась ли власть за это время. Может быть, президент уже другой, я просто не помню. Просто под предыдущим видео 10 фактов про Кыргызстан вы мне написали то, что президент уже поменялся, я не помню, кто там был. Может быть, как раз таки там Алмаз был. Человеком. Он пишет стихи и песни, которые исполняет на разных публичных мероприятиях. Некоторые жители Кыргызстана, особенно пастухи, до сих пор живут в юртах, которые О, являются классно. традиционными передвижными домами местных кочевых народов. Кстати, в Кыргызстане среди туристов набирает популярность так называемый джайло-туризм, когда турист за большие деньги имеет возможность несколько дней пожить в Друзья, знаете, что я вам скажу? Так вот, я хотел снять реакцию на Орел и Решка. Я знаю, то, что эту историю я уже рассказывал раза 4. В общем, там, короче, я смотрел Орел и Решка. Если знаете такую передачу, то поставьте лайк, пожалуйста. Это такая передача, где человек бросает монетку, точнее, 2 человека бросают монетку. Один живет бедно в одной стране за $100, а другой тратит немеренные деньги на все что угодно в стране. Так вот, они приехали в Кыргызстан. Одна бросила орла и жила на неограниченные деньги. Так вот, она как раз таки пошла на этот джайло туризм, и там мне все показали, как они охотились на лесу, как она жила в юрте, как она каталась на лошадях, она с ястребом там охотилась, я не помню, как его называли. Короче, я смотрел это. Я хотел снять реакцию на это видео, но там авторские права, а мне не получилось снять реакцию. А очень обидно, потому что видео фантастическое. вместе с коренными Советую посмотреть, кто не жителями видел, не реклама. высоко в горах, где практически полностью отсутствует цивилизация. Да, я Турист знаю. будет жить как настоящий горный чабан, спать на полу в юрте, пить кумыс, пасти скот и А, наслаждаться и потом еще в честь этого гостя зарежут кабана, и она будет есть его голову. горными пейзажами. На берегу озера Иссык-Куль в городе Каракол стоит Дунганская мечеть, которая построена в стиле китайского буддийского Красиво. храма. Самым Знаете, она интересным как шляпа такая выглядит. в ней является то, что для ее строительства не было использовано ни одного гвоздя или каких-либо других металлических связок. Как это? Она полностью построена из деревянных балок специальной конструкции. Я передаю привет всем моим зрителям из Кыргызстана. Если вы Это вам привет. Привет. оттуда, Всем из то напишите в Кыргызстана. комментариях, из какого вы города, мне интересно. А еще не Мне тоже интересно, напишите, пожалуйста. забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Взаимно. А на этом все. В продолжении темы рекомендую вам посмотреть мои видео с интересными фактами про Азербайджан и Узбекистан. Ссылки на эти видео будут прямо на экране. Спасибо вам за просмотр. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Демион. Да, кстати, ссылка на оригинал в описании. Если что, поставьте этому человеку лайк, ведь он старался, он молодец. Ну и мне можете поставить лайк за хорошую реакцию. Ладно, друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы узнали, может быть, для себя что-то новое. Лично я узнал очень много всего интересного. И если вы не видели, советую вам посмотреть Орел и Решка в Кыргызстане. Очень классное видео. Жаль, что я не смог записать реакцию, ведь просто фантастическое видео. Как она жила в юрте на этом джайло туризме. Это просто фантастически. Также смотрите предыдущие 10 фактов о Кыргызстане, которые я снимал по ссылке в описании или вот там, вот там. А также на экране сейчас появятся всякие видосики, и где-нибудь вот здесь я поставлю вам этот видос. Поэтому смотрите. Ну а по поводу самого Кыргызстана, мне безумно нравится эта страна, она просто фантастическая. Потому что с помощью нее я открываю для себя что-то новое, знакомлюсь с новыми государствами, странами, и это очень классно. Я надеюсь, что вам тоже нравятся мои видео, как и мне нравится знакомиться с Кыргызстаном. Пишите свои комментарии внизу, свое мнение пишите об этом. Пишите что-нибудь интересное про Кыргызстан, я все стараюсь читать. Также, друзья, можете на Инстаграм подписаться, там публикую классные фотки, истории, вопросы-ответы провожу, поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Все-таки лайки и подписки бесплатные, вот так. Ладно, огромное вам спасибо за просмотр, желаю вам удачи, всего самого наилучшего, с вами был я, Саша, и пока-пока.